Транспортного сообщения с крымским нет. Добраться до села можно только с военными. Так сюда доставляют пенсии, гуманитарную помощь и продукты. К солдатам на передовую приехали капелланы из Львовской области. Привезли маск-халати, так называемые кікімори. Ми є за те, щоб вони всі щасливо повернулися додому. І для того, щоб вони повернулися, треба зробити якомога можна більше різних маскувальних халатів, надати їм і духовну підтримку. По словам солдат, в последние 2 недели боевики больше стреляют. В километре отсюда находится оккупированный населенный пункт Сокольники. Именно оттуда, по словам военных, боевики открывают огонь по позициям украинской армии и самому Крымскому. Накануне диверсанты под огневым прикрытием снова пытались проникнуть в село. Били зі всього, що мають. ЗУ-23, БМП-2, БМП-1, БТР-80, швидше за все працював, бо було видно, що крупнокаліберний пулемет. Міномети, Васильок, 4-зарядний. Ну і якийсь крупний міномет бив, але він десь полетів, що ми не знайшли. Армейцы говорят, в последние 2 недели у боевиков прошла ротация, и они изменили тактику обстрелов. Раньше у нас было за месяц где-то 3-4 огневых контакта. Сейчас за последнюю неделю у нас уже с ними было около 5 огневых контактов. И в основном контакт у нас идет в ночное время. Несмотря на пальбу, в местный магазин регулярно доставляют товары военными грузовиками. Вот мы просим машину военную, едем на базу, покупаем в Северодонецке там или в Лисичанске. Здесь транспорта никакого, нигде ничего не ходим и хотя бы что-то ем в магазине. На этой неделе впервые в этом году даже привезли мороженое. Раньше его завозить боялись из-за проблем с электричеством. Я тоже любитель мороженого. В ближайшее время в Крымское должен приехать новый глава местной военно-гражданской администрации. В селе хотят собрать данные обо всех разрушенных домах, чтобы получить деньги на их восстановление. Из Луганской области Александр Махов, Алексей Ковалевский, Валентин Любенецкий. События, канал Украина.